Всем привет, я Танзила Икажева, и это рубрика о чтении. Сегодня я хотела бы сделать небольшой обзор на свою любимую книгу Дэна Брауна «Ангелы и демоны». По книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны» был снят фильм, который вышел в 2009 году. В своем романе «Ангелы и демоны» Дэн Браун представил своего героя Роберта Лэнгдона, профессора символики из Гарварда. Книга рассказывает о попытках Роберта Лэнгдона спасти Ватикан от тайного общества иллюминатов, сформированного в эпоху Возрождения. Хотелось бы сказать несколько слов о самом писателе. Это самый известный писатель современности. То, как он описывает памятники архитектуры, не может оставлять читателя равнодушным. Например, для того, чтобы написать книгу «Происхождение», он несколько раз посещал Барселону. Примечательно то, как он описывает работы Гауди, например. Хотелось бы сказать отдельно о Гауди, который выработал новые представления об архитектуре, черпающие вдохновение в формах природы, и разработал оригинальные средства пространственной геометрии. Почему его книги вызывают такой интерес? Вместе с ним вы разгадываете сложнейшие загадки. Например, для того, чтобы зашифровать послание в одной из книг «Код да Винчи», он использует последовательность Фибоначчи. То, что мне больше всего нравится в его книгах, то, как он описывает вклад мусульман в развитие науки. Поэтому мне хотелось бы зачитать небольшой отрывок из книги «Происхождение». В VIII веке Багдад был крупнейшим центром знаний на земле. Его училища и библиотеки распахивали двери для всех религий, философских школ и ученых. 500 лет город дарил миру невиданные научные открытия, влияние которых мы чувствуем до сих пор. Названия многих звезд пришли нам из арабского мира. Сегодня примерно 2/3 всех звезд носят арабские названия, поскольку их открыли ученые арабского происхождения. Книгу «Ангелы и демоны» я выбрала не случайно. Я считаю, что нельзя жить в материальном мире, не пытаясь понять законы мироздания. Я думаю, жизнь каждого человека можно оценивать именно по тому вкладу, который он внес в жизнь других людей, насколько он упростил их жизнь, скольким людям он помог. Возьмите даже все, что нас сегодня окружает: автомобили, самолеты, фены. Мы пользуемся все теми благами благодаря именно ученым, которые подарили нам столько удобств, можно сказать, простыми словами. Отрицая необходимость получать знания, люди ввергают себя в средневековье. На месте читателя я прочитала бы все книги Дэна Брауна: «Происхождение», «Инферно», «Утраченный символ». И это... Спасибо за просмотр. Thank you. Я еще не закончила. Пока.